Сколько можно терпеть это издевательство над людьми? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое резонансное событие произошло в Таджикистане. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. В Бахтаре скончалась ученица 8 класса, которая последние дни вместе с одноклассниками участвовала в репетициях к празднованию Навруза. Родные Шахназы Сафаровой заявили, что у нее не было воспалений легких. 14 марта у школьницы поднялась температура, на следующий день она скончалась в больнице. В Бахтарской средней школе номер 15 подтвердили, что Шахноза участвовала в маршировке по подготовке к празднованию Навруза, но отметили, что ничего не знали о ее болезни. В Бахтаре и районе Джалалидин-Балхи Хатлонской области готовятся к празднованию Навруза. В маршировках принимают участие сотни человек, школьники и студенты. В празднике, как ожидается, примет участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Хайдар-Али Сафаров, дядя Шахнозы, сообщил, что племянница страдала от заболеваний легких, и последние несколько дней у нее часто поднималась температура. Мы не придавали этому особое значение. В тот злополучный день в школе ей стало плохо. Шахнозу доставили в больницу. Врачи 10-12 часов боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. Легкие у нее были наполнены водой, сказал Хайдар-Али Сафаров. Администрация средней школы номер 15 подтвердила, что Шахноза участвовала в маршировке, но отметили, что ученице стало плохо после репетиций. О том, что у Шахнозы заболевания легких, в школе не знали. Как вы относитесь к таким маршировкам? Это не первый раз, когда из-за этих всех мероприятий кому-то становится плохо или кто-то умирает. Свои мнения по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В Таджикистане уже давно стало традицией привлекать студентов и школьников к участию в различных культурных мероприятиях. За месяц-полтора до определенного государственного праздника студентов привлекают к так называемым маршировкам, то есть подготовке к предстоящим парадам или шествиям на празднике Навруз, День молодежи, День независимости или День национального единства. Количество участников парадов и шествий может достигать 50-60 человек. В Таджикистане маршировки нередко проходят под палящим солнцем. В прошлом были случаи, когда участники маршировок просто падали в обморок. Однако властями такие информации опровергаются. Критики видят в маршировках наследие советской эпохи и считают, что нужно отказаться от такой практики. Многие из учащихся жалуются, что таким образом пропускают занятия, и это сказывается на учебном процессе негативным образом. Но власти говорят, что это не так, и студенты участвуют в маршировках после занятий. Напомним, бывший министр образования и науки Таджикистана заявил, что не видит ничего плохого в маршировках, а замминистра культуры Таджикистана утверждал, что молодые люди участвуют в маршировках по собственному желанию, а некоторые влюбляются именно во время таких мероприятий. А по факту дети говорят, что их заставили это делать насильно. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, кто должен понести за это все наказание? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!